Уфимцы пытаются добиться отмены строительства высотки в центре города. 18-этажное здание возводят рядом с общежитием. Жильцов возмущает, что постройка перекроет свет в квартиры. Да и дом, по их словам, находится слишком близко, нарушая нормы. Подробности в следующем материале. Вот сейчас мы обозреваем вот такой вид из окна. Что летом будет происходить, даже страшно подумать. Это пыль, грязь, мусор. Но страдать от такого пейзажа соседям стройки придется недолго. Скоро их взгляд будет упираться в 18-этажное здание. Вот только жильцы не слишком рады лицезреть пример минимализма в архитектуре. Конкретное строительство неделю назад. Ну, очень ускоренными темпами. Очень близко. Это даже не знаю, как близко. Если бы это было чуть-чуть по отдалению, вот где стоят вот дома вот эти свои, что с ним, ставьте там. Но здесь, я считаю, это недопустимо, это ненормально. Это, по-моему, нарушает все нормы и права человека. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. А их границы, считают жильцы, уже нарушили. По проекту там предполагалось возведение фитнес-центра в 4 этажа. Жильцы выступали и против его строительства тоже, но недавно узнали, что их проблемы выросли. Паспорт появился только буквально неделю назад. У нас не будет солнечного света. Здесь даже солнца не видно. Жильцы общежития боятся, как бы эта песня не стала саундтреком их будущего. Солнечный свет не прихоть, а право. Существует такое понятие, как норма инсоляции, гигиеническое требование. Это продолжительность облучения прямыми солнечными лучами. Для нашей центральной зоны данный Санпин регламентирует продолжительность инсоляции непрерывной не менее 2 часов. При этом она может прерываться, может быть прерывисто, при этом один из ее отрезков должен быть не менее 1 часа, а общая продолжительность инсоляции должна быть не менее 2,5 часов. То есть, если это общежитие, то по этому же Санпину не менее 60% от помещений должны инсолироваться. Именно в соответствии с требованиями Санпина. Это лишь одно из многих условий, которые должен учитывать застройщик. А соответствует ли проектное решение нормам, устанавливает уже госэкспертиза. Все документы, говорят специалисты, в порядке, проверки пройдены. Как видно по паспорту объекта, дом находится не напротив общежития, он немножко в стороне, и солнечный свет закрываться не будет. На сегодняшний день близко к зданию только забор, он взят запасом. Само здание будет дальше. Также все нормы мы прошли, так как экспертиза у нас есть. Появился 18-этажный жилой дом, но он появился в связи с тем, что была проведена корректировка проекта планировки, и из будущих домов, которые будут располагаться в этом квартале, убавили этажность и, соответственно, эту этажность перенесли на этот перекресток. Изначально проектом планировки было предусмотрено лишь строительство 6 домов и зданий фитнес-центра. По этому поводу были проведены публичные слушания. Затем администрация города начинает неоднократно вносить изменения уже в проект межевания. И вместо 6 домов появляется 7. К зданию фитнес-центра добавляется еще одна высотка. Более того, проектируемое здание детского сада запланировано на территории объекта культурного наследия, снос которого в силу законодательства запрещен. В этой связи прокуратурой города в адрес главы администрации города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Органам местного самоуправления в адрес застройщика направлены требования о необходимости разработки новой планировочной документации. Кроме того, в настоящее время прокуратурой города Уфы проводится проверка по факту выдачи разрешения на строительство 18-этажного жилого дома со встроенными помещениями фитнес-центра. С представителями застройщика жильцы общежития встречаются регулярно, но уже в зале заседаний. Они обратились в суд, желая добиться отмены и разрешения на строительство высотки. А пока, пускай с видом на стройку, говорят жители общежития, но они, насколько это возможно, наслаждаются открытым видом из своего окна. Анастасия Чебаева, Роберт Влетбердин, Тимур Каюмов, Родион Матвеев. Новости Уфа.